торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Независимые сети занимают примерно 30% рынка реализации топлива в России. Остальные – вертикально интегрированные компании. Вторые подписали соглашение с правительством о заморозке цен на топливо. И тут началось. Глава Роснефти Игорь Сечин обвинил независимые заправки в высоких ценах. Они, в свою очередь, молчать не стали. Эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что они поддерживаются Федеральной антимонопольной службой. И если мы даем цену ниже, мы попадаем сразу на антимонопольное разбирательство и вынуждены даже поднимать цены. Независимый сектор не влияет на цены. Независимый сектор пляшет от тех цен, которые ему установили. На самом деле независимому сектору вполне можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр. Дайте только нормальную маржинальность. Дайте ту маржинальность, которая будет больше 3 рублей на литр, которая позволит и зарабатывать, и отправлять денежные средства на то, чтобы осуществлять реинвестиции, покрывать издержки амортизации. Что это было? Гадают сейчас как автомобилисты, так и хозяева частных заправок. Посмотрите, к примеру, наши цены сравнимы с игроками крупными рынка, те, у которых есть свои даже добывающие производства. Но чтобы частник удержал такие цены, наценки будут минимальные. А потому, по словам управляющей независимой сети АЗС, держаться на плаву помогают только продажи доп. Услуг. Кофе, шоколадки, возможно, скоро и пиво. Сегодня наше ценообразование идет так, что дай бог, если мы зарабатываем на литре 3 рубля. Это до налогообложения, до того, как мы заплатили людям. Это не чистая прибыль. Очень часто мы вообще не зарабатываем. Получается, нынешними ценами недовольны ни независимые, ни крупные игроки рынка. На самом деле ни независимые заправки, ни корпоративные заправки самостоятельно не могут формировать цену. Они всего лишь добавляют в эту цену свои издержки. Заправки закупают топливо с нефтеперерабатывающих заводов. В России их более 30, большинство из них имеют собственные сети АЗС. Это те самые вертикально интегрированные компании. Для нас самый главный вопрос, чтобы был паритет цен и равнодоступность. Если для собственной заправки есть топливо, то да, оно должно быть доступно и для нас, для независимых. Вот и эксперты видят в этой заочной полемике Сечина и Баженова попытку найти виноватого в росте цен. Я считаю, было бы полезно, во-первых, прекратить обоим сторонам вести полемику. Нужно бы сегодня строго выполнять требования документов, которые подписаны российским правительством, и они направлены на стабилизацию цен моторных топлив. Водителям от этого спора ни холодно, ни жарко. Они разницы в ценах ни у тех, ни у других не видят. Что там, что здесь. Разницы никакой нет. Из-за каких-то 10 копеек не будешь заходить туда-сюда. Разница есть только в регионах. По регионам немного отличается. Там где-то выше, где-то дешевле. Вот. По 92-му бензину. По крайней мере, ценники на заправках пока замерли на прежних отметках. Салават Ухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.